В январе в Молдове был обнаружен новый штамм коронавируса под названием омикрон. Эта инфекция распространяется с огромной скоростью. Во многих странах ежедневно регистрируют новые рекорды выявленных случаев заражения за все время пандемии. До сих пор нельзя точно сказать, что болезнь, вызванная штаммом омикрон, протекает легче, чем при предыдущих видах. О том, что собой представляет новый штамм омикрон, рассказывает заместитель заведующего по медицинской части Центра здоровья города Камрад Валентина Михайловна Филева. Омикрон – это одна из разновидностей вируса SARS-CoV-2, ковид, который все знают, COVID-19, его есть, так скажем, модификация. И эти все модификации происходят в результате того, что заражаются люди, которые не вакцинированы. И, естественно, вирус имеет большое поле действия для своей модификации. Что касается штамма омикрон, по практике он показывает, что он имеет большую заразность, контагиозность, то есть большее количество людей заражается одномоментно. Это более короткий инкубационный период, если раньше дельта мы ждали до 14 дней, то здесь в среднем от 3 до 7 дней идет заражение, более быстрое и более объемное. Протекает в целом относительно легче само заболевание непосредственно с предыдущей волной, но последствия, которые она дает абсолютно такие же, как и любой штамм коронавируса. Потому что постковидные осложнения, они сохраняются, и многие переносят по-разному. Даже если пациент не имел воспаления легких, постковидный синдром у них еще длится длительное время. Намного легче и с меньшими осложнениями переносят лица, имеющие вакцинацию. Да? Лица, которые имели вакцинацию антиковид, они также болеют, но болеют намного легче и более короткие сроки пребывания на лечении. И осложнений практически нет. Как говорят специалисты, вакцинированные граждане тоже болеют, но переносят эту болезнь намного легче. Новый штамм коронавируса заражает не только взрослых, но и молодых людей. Поэтому работники школьных и дошкольных учреждений очень озабочены и призывают всех соблюдать все меры предосторожности и обязательно вакцинироваться. Мир столкнулся с одной из страшных, наверное, эпидемий, это коронавирус. И по сведениям, которые поступают из Всемирной организации здравоохранения, нам говорят о том, что идет 5-я волна. Вирус достаточно страшный, опасный. К сожалению, он забирает жизни наших близких людей. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы обезопасить свои семьи. Один из возможных случаев обезопасить себя – это вакцинация. Недавно я прошла это, и болезнь протекала в очень легкой форме, поэтому как обычная простуда. Если бы не было вакцинации, возможно, это прошло бы в более тяжелой и, может, более трагической форме для меня и для моей семьи. Значит, конечно же, я, как и все остальные, слышали о том, что сейчас идет 5-я волна. Омикрон – это, конечно, очень опасно. Мы слышали, сколько жизней унесла от нас болезнь, это COVID-19, коронавирус. Лично я считаю, что человек должен себя обезопасить, потому что болезнь легче предупредить, нежели ее лечить. Лично я недавно поставила уже 3-ю дозу прививки Pfizer. Я и 1-ю, и 2-ю прививалась Pfizer'ом, и сейчас я спросила именно, я доверилась этой прививке. Я считаю, это ничего страшного. Я очень легко перенесла эту прививку, и я хочу призвать всех людей, чтобы не боялись, чтобы не слушали эти лживые информации, средств массовой информации, которые буквально говорят, что это якобы мы сами себе осознанно вредим этими прививками, ничего подобного. Иммунологи считают, что омикрон – последняя сильная вспышка болезни, которая расползлась по всему миру. Коронавирус, конечно, никуда не денется, но будет слабее. Симптомы заболевания похожи на те, что мы испытываем при обычной простуде. Вы чувствуете себя уставшим, горло болит, будто его царапают, нос не дышит и чувствуете мозговой туман. Думаю, что никто не может знать, последняя эта волна или не последняя. Скорее всего, просто мы с ним научимся жить, как с любым другим заболеванием.
в том числе и с теми инфекционными заболеваниями, которые есть. И я очень надеюсь на то, что эта инфекция будет контролируемой. Мы считаем контролируемые инфекции те, против которых имеется специфическая вакцинация. Если на сегодняшний день мы имеем вакцинацию против ковид, то это можно считать управляемой инфекцией. Единственное, что нужно достичь хорошего уровня вакцинации населения, прослойки. Это должно быть для того, чтобы не было других мутаций, чтобы было проще. Не менее 70% должно быть вакцинировано. Чем будет больше вакцинированных, тем меньше шансов у вируса для своих модификаций. Он не будет перевоплощаться в другие. То есть и с этим вирусом мы научимся и жить, и работать, и лечить его, и принимать соответствующие профилактические мероприятия. Любая инфекция, которая поддается контролю, выход только один – вакцинация. Если мы вспомним все заболевания, которые мы имеем, ту же корь, которая должна быть вакцинация не менее 95%, 95-97%, которые имеют высочайшую контагиозность, точно так же, как и ковид. И лица, имеющие вакцинацию от кори, они практически не болеют, если они имеют все этапы вакцинации. Поэтому мы надеемся, что население проявит благоразумие, посчитает все за и против и примет правильное решение в пользу своего здоровья своих родных и близких, потому что пандемия, эти 2 года ковид показали, что сегодня, наверное, ни одна семья не осталась, которой бы не затронула эта проблема. Где-то есть смертельные исходы, где-то есть крайне тяжелые течения заболевания, где привели к инвалидности, к тяжелой. У кого очень тяжелые последствия после заболевания, люди месяцами не могут выйти из этого состояния. Поэтому при наличии вакцинации, имея шанс легко переболеть, выработается достаточно стойкий иммунитет, который будет противостоять заболеванию. И чем больше будет нас вакцинировано, тем меньше будет заболеваемость. Вирусы мутируют постоянно. Это необходимо для лучшей адаптации ко внешней среде и организму хозяина. Вирусы учатся соответствовать своим хозяевам. Симптомы новой коронавирусной инфекции схожи с симптомами гриппа. Осложнения, которые могут возникнуть, также похожи при обоих заболеваниях. О том, что знают камрачане о новой, уже 5-й волне коронавируса, расскажут наши респонденты. Это очень серьезное заболевание, и я через это прошла уже дважды. Особенно первый раз мы так болели, что чуть ли не кикнули. И муж, и я. А на самом деле это очень серьезное заболевание. Нужно прививаться обязательно, потому что это защищает нас. Я лично вакцинировался, и других тоже призываю к этому. Как перенесли вакцину? 1 день температурил, но потом все нормально. Простые прививки ставим, а это что, нельзя поставить? Тоже не знает, поможет она, не поможет. Они сами должны думать про свою жизнь. Если захотят, пусть вакцинируются. Ну, я слышал, да. Я сейчас учусь, тоже все закрывают, все время онлайн. Опять. Что вы знаете об этой болезни омикрон новой? Ну, об этой новой не так много чего знаю. Ну, она начинается обычно с головной боли. У кого горло, смотря у кого какой организм и где слабое место, она оттуда и начинает. У кого хронические болезни есть, я знаю, что многим нельзя. Просто у нас не обследуются люди и сразу вакцинируют. Мне вот это вообще не нравится. Человек сам выбирает. Если он хочет жить, как говорится, пускай вакцинируется. Сам добровольно должно все это быть. Вакцинироваться нужно, я вот это одно знаю. Без вакцинации нельзя. Ну, симптомы, в зависимости от возраста, может быть, допустим, у пожилых людей может быть повышенное давление, и за счет этого может быть тошнота у человека. А насчет чуть меньше, помоложе, то не знаю, я с этим еще не сталкивалась. Не болели, да? Нет. Я считаю, что лучше стоит вакцинироваться, дабы чтобы не заразиться и быть уверенным в том, что вас это не затронет. Ничего против не имею, но по желанию, наверное. Сами вакцинировались. Мы ездим туда как бы за границу, и нам для работы нужна вакцина. Вот мне уже сколько? Тьфу-тьфу, не болела, и чтобы не заболела. Все по желанию, я так скажу. Я, когда поступлю в университет, конечно же, я вакцинируюсь. Сейчас пока нет. Ну, если люди хотят, могут вакцинироваться. Я не против этого. Ну,
Может, они больше не будут болеть. Мы второй раз, когда заболели, уже легче переболели. Потому что мы привитые были. Я 3-ю вакцину даже хотела получить. И как раз на 3-ю волну я заболела. И уже пришлось отложить эту прививку. А так, на самом деле, нужно прививаться. И это пусть не шутят людей, потому что друг друга с масками нужно защищать. И мыть руки чаще. И друг от друга отдаляться чуть-чуть на расстоянии. Да. Каждый человек должен думать о своем здоровье прежде всего сам. Новый вирус проявляет себя по-разному. У одного человека почти нет никаких симптомов заболевания, а другой оказывается в больнице с серьезной пневмонией. К сожалению, мы начинаем верить тогда, когда нас коснется горе. Я была в том числе такой же скептично настроенной к данной проблеме, но когда коснулось меня, я увидела, насколько это все серьезно и насколько это опасно. Поэтому мы можем себя обезопасить, и если сейчас нам государство дает такой шанс, им стоит воспользоваться. В первый раз, когда поставила первую дозу, у меня только лишь вечером болело место, где меня привили, где укололи, а так очень хорошо перенесла. Второй раз, когда привилась, немного была ломота в теле, а так все замечательно. 3-й раз вообще ничего не почувствовала. Я считаю, что каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Мы все знаем из истории, сколько жизней унесла от нас, от наших предков и чума, и такие болезни, которые были неизлечимы, пока не появились прививки, которыми обезопасились люди. И мою дочь и сына с рождения прививала, начиная с роддома, БЦЖ и так далее. Считаю, что каждый человек должен заботиться, еще раз повторяюсь, о своем здоровье. Никто, кроме нас, не спасет себя. Люди могут быть носителями нового штамма коронавируса. При этом признаки заболевания не всегда проявляются. Такие бессимптомные носители могут заразить других людей. Вспышка новой волны коронавируса предсказывалась специалистами-вирусологами, так как в начале года традиционно отмечаются рождественские и новогодние праздники. Люди собирались вместе в эти дни, общались друг с другом. А вирус, как правило, переносится воздушно-капельным путем. Если смотреть на январь месяц, начало января, вот после Рождества, после 14 числа, видимо, люди собирались вместе, контактировали, очень было много больных. По 70 человек приходили на тестирование. Конечно, не все они были положительные, но было много. На сегодняшний день поменьше. Нельзя сказать, что столько же больных, сколько было в начале января, но все-таки люди есть. Назначают доктора лечения, есть компенсированные препараты, которые получают люди по компенсации. Проходят рентген, если на рентгене обнаруживается там бронхит или пневмония, что-то, доктор назначает соответствующее лечение, и люди получают на дому. Если состояние усугубляется, то либо вызывают 112, либо сообщают семейному доктору и госпитализируют. Чтобы омикрон легче переносился и перешел в стадию обычного гриппа, нужна обязательная вакцинация, говорят специалисты в этой области. Врачи считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии и содержит большое количество мутаций. Вакцинация так или иначе, несмотря на противоречивые мнения, останется единственной профилактической мерой для того, чтобы заболевание перешло из пандемии в эндемичный, как обычный сезонный грипп, возможно, чтобы он легче переносился. При наличии большей части вакцинации у населения он будет иметь меньше возможностей для своих мутаций, для развития новых форм, потому что никто не может сказать, какая следующая будет мутация и как она будет протекать. Будет ли она протекать вот так, чуть полегче, или будет сложнее. Вакцинированным быть важно очень. Почему? Потому что, на мой взгляд, есть необходимость вакцинации только хотя бы из-за того, что люди, которые болеют после вакцинации, после полученной вакцины, они переносят намного легче, проще. А те, которые не получили вакцину,
попадают в отделение и получается не очень хорошо. Дальше уже последствия у некоторых улучшаются, у некоторых становится хуже, попадают в Кишинев. Я могу на своем примере сказать, что во второй раз, когда я заболела ковидом, я намного проще перенесла, потому что я была вакцинирована. Поэтому мой совет, если есть возможность, вакцинируйтесь, ребята, не ошибетесь. Самая надежная защита – это вакцинация. У нас в 90-х годах впервые я работал эпидемиологом, и у нас гепатит Б регистрировался, вот, скажем, в одном районе до 50 случаев в год. Я уже не говорю о носительстве HBs-антигена. А гепатит Б – это хроническое заболевание на всю жизнь. И заканчивается она циррозом печени и смертью, смертельным исходом. И вот мы впервые в середине 95-х годов начали применять вакцину. Мы ее сейчас делаем при рождении ребенка и делаем среди групп риска. Значит, в первую очередь процедурные сестры, оперирующие врачи, другие контингенты, которые могут заразиться. И у нас, вы знаете, у нас буквально заболеваемость свелась на ноль. Вот наглядный пример работы вакцины. И я уже не говорю о других инфекциях, значит, тоже бешенство. Отсутствие вакцинации после укуса, если подтверждено бешенство, это результат один – смертельный исход. Нет другой защиты. И многие другие инфекции мы победили благодаря вакцинации. И здесь, я думаю, что, вы знаете, вот я увидел такую статистику. Самое плохое, я часто почти ежедневно слежу за охватом вакцинации в Европе и в целом мире. Но самые низкие показатели вакцинации – это в постсоветских республиках, включая Россию, включая Беларусь и все остальные. А вот, скажем, такие страны, как Англия, Франция, Голландия, у них показатели приближаются к 90%. Я просто всегда задаю вопрос, никогда не получаю на него ответ. Я спрашиваю тех, кто не провакцинировался, сколько должно умереть ваших родных, близких, друзей и знакомых, чтобы вы поняли, что насколько это серьезно и что действительно вакцинация имеет шанс спасти вас. Те, которые молодые, но имеют престарелых родителей, бабушек, дедушек, которых они очень любят и хотят, чтобы они были всегда и долго рядом с ними и не болели, я их призываю провакцинироваться из уважения к своим родителям, потому что если они заболеют, они будут болеть намного серьезнее, и для них не пройдет это 2 чихами и просто заложенным носом, для них это может быть смертельным. Поэтому из уважения и любви к своим близким каждый должен подумать о своем здоровье и провакцинироваться. Чтобы победить коронавирус, необходимо выработать коллективный иммунитет. Это означает, что население всей страны должны быть вакцинированы на 60-70%. В Гагаузской автономии на сегодняшний день вакцинировано 23% населения. У нас всего лишь навсего 23%. Единственное, что у нас медицинские работники вакцинированы 95%. Да? То есть вот эти 23% это основная масса, это медицинские работники, работники школьных, дошкольных учреждений. И, к слову скажу, что охотнее прививаются люди 50+, нежели от 20 до 30 до 40, лица, которые считают себя абсолютно здоровыми. Но это тоже, здоровье – это показатель относительный, пока ничего не касается. Хотя статистика показала, что смертельные исходы от ковида есть и достаточно среди молодого возраста. Я считаю, что 30, 40, 50 лет – это не время, чтобы умирать. Согласно статистическим данным, на конец февраля 2022 года заразились коронавирусом 432 741 человек. Из них 1,4% смертельных случаев. Выздоровевших 83,6%. В данный момент болеют 15% людей.